Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», которая возвращается в старый добрый формат 2013 года в темную студию, где собираются представители по одному из вопросов, которые на самом деле животрепещущие для одного из нас. И в нашем случае сегодня, получается, мы рассматриваем интересы жильцов дома по улице Каландрашвили, 40/8. Роман Амосов, собственник одной из квартир по адресу город Якутск, Каландрашвили, 40/8. Любовь Иннокентьевна Кузьмина, представитель управляющей компании «Прометей». Валентин Эверстов, руководитель городской управы «Октябрьский округ». И Анастасия Николаевна Цеева, кандидат технических наук, представитель научного сообщества, которое занимается как раз мерзлотными вопросами. Да? Ну, мерзлотными вопросами, фундаментами. Да. Первый мой вопрос с точки зрения науки. Как эти процессы, вот те, которые вы изучаете, могут повлиять на жилой фонд города Якутска? Анастасия Николаевна, пожалуйста. Ну, все знают, что мы живем на многолетних мерзлых грунтах, и поэтому эти грунты твердые, как камень, в мерзлом состоянии могут превратиться в жижу, когда оттаивает. И если происходит оттаивание, то начинается деформироваться здание, которые стоят на сваях. Сваи начинают давать осадки, и здание, конечно, начинает деформироваться. Что касается Каландрашвили 40/8, там как раз пошли деформации из-за того, что там есть свои причины, скажем так. А основная причина то, что, значит, на мерзлых грунтах должны быть при проектировании очень точно, очень хорошо, корректно должны быть запроектированы здания вот с учетом вот таких свойств грунтов. Что там произошло конкретно? Вот мы в начале, перед записью программы, говорили о том, что, в принципе, там был лог, да, некий русло водоемчика, на который, в принципе, взяли и отсыпали под фундамент. Да, по инженерно-геологическим изысканиям видно, что первый подъезд стоит на насыпных грунтах. Был лог, или я не знаю, там озерцо какое было. И вот это было отсыпано, и на насыпных песках были построен вот этот первый подъезд, который сейчас сильно деформируется, по которому вот разработаны проекты укрепительно-восстановительных работ. Вы ознакомились с проектом, текущим проектом, который Главстрой предоставил, да? В принципе, как вы оцениваете текущий проект, вокруг которого появились споры? Я считаю, что этот проект, я посмотрела, это Прометей, попросила, и как раз сейчас пишу по нему, какие заключения. Заключения, да, какие недостатки этого проекта. Проект разработан, значит, там сделано, посчитали, что две крайние сваи как бы не обеспечена несущая способность, поэтому решили их подпереть, еще разгрузить вот эти сваи, и поставили через балку на две сваи. Так, и сделаны проекты предусмотрены для того, чтобы вот эти раскрытия трещин, значит, сделали как бы дополнительные крепления между панелями. Вот. И я считаю, что это недостаточно работ, потому как если вот эти две сваи, они не будут идти, торцевые стены, на которых передаются нагрузки, эти сваи, как только уберут вот эти опоры, они уже начнут давать осадки. Под зданием сваи тоже будут, потому что я смотрю, на лестничной площадке деформации есть, значит, тоже сваи деформируются, дают осадки. И поэтому должны быть разработаны решения, дополнительные решения. Не только вот это просто эти трещины заинъектировать, там их соединить панели. Там опасность еще из-за того, что вот эти панели же держатся на закладных деталях, чтобы не было срыва закладных деталей.
А в силу возраста оно возможно, да? 50 лет зданию практически получается. 50 лет, но у нас здания стоят, конечно, и столетние стоят. Вот, поэтому сейчас я не думаю, чтобы взяли вот 50-летних зданий очень много. Чтобы их все демонтировать и расселить, это, я думаю, что никакому всей России невозможно это. С точки зрения гражданина, да, горожанина, Анастасия Николаевна, как вы бы отреагировали, если вот, допустим, вас, как Романа, да, ну, поставили перед фактом, у вас, извиняюсь, дом аварийный, да, но чинить его извольте сами. Ну да, допустим, действительно, допустим, если каждый собственник берет на себя, то он, собственник, отвечает за свое здание. Но я, допустим, строю себе коттедж, смотрю проект, и если начнет деформироваться, то действительно я ответственность беру на себя. А многоквартирные дома, какого собственника? У Романа же не спрашивали, какой проект, на каких грунтах стоит, правильно запроектировано или нет. Поэтому в таких случаях я думаю, что тут вины жильцов никакой нету, и ответственность их, я думаю, что нулевая в том, что они отвечают за то, что происходит деформации не по их вине. Я еще раз напомню, да, у нас весь разговор строится вокруг аварийности дома 40/8 по улице Каландрашвили, в котором в качестве решения, я не буду говорить, что муниципалитет предложил, да, а в качестве предложения говорили одни такие вещи. Да. Да, у вас 2 раза был сделан капремонт, в 2011 и в 2022 году, да? Но вам нужно сделать 3-й капремонт за счет своих средств, потому что кубышку, которую вы много лет платили, вы уже израсходовали в 2022 году. Ваша позиция как собственник? Ну, во-первых, среди жильцов дома есть в том числе и проектант. 120 квартир у нас. И к проекту, который предлагается сейчас, к нему тоже есть замечания. Эти замечания были высказаны на собрании. Вот. И, скорее всего, этой суммой 4 миллиона не ограничится. Сумма потребуется больше. И получается, что мы, значит, жильцы будем скидываться. Ну, считаю, что это неправильно. Это проходило в 31-й школе. Значит, собирались в субботу в 17:30. К сожалению, подошло собственников квартир где-то примерно 45 человек. Мы даже не стали считать, потому что было видно, что кворума нет. Жильцы, каждый по-своему высказывал недовольство. Управлять, договориться достаточно сложно получается. При этом, значит, присутствовало 3 жильца, у которых инженерно-строительное образование. Значит, это я, Роман Лукин и вот проектант, собственно, Буслаева. И нас записали наши телефоны, как бы, чтобы какие-то, чтобы, ну, по крайней мере, чтобы какой-то диалог, который мы будем вести с управой и так далее, более-менее технически грамотные специалисты, чтобы от нашего дома участвовали в этом диалоге. На самом деле, из всех представителей муниципалитета, с которыми я разговаривал по данному поводу, да, ну, максимально близко с пониманием позиции жильцов выступили именно вы, да, Валентин. Ваша позиция как представителя управы, в котором находится вот этот внезапно ставший проблемным дом? Ну, на данный момент муниципалитет уже вложился, он потратил порядка 2,5 миллионов на изыскание и на проект, ну, вот, укрепительно-восстановительных работ. И сейчас вот получается мы с жителями встречались уже даже больше года, да? Мы встречались и летом, и в прошлом году, и позапрошлом году. Мнения разные, но сейчас по закону бремя ответственности лежит на собственниках жилья. А там искать кого-то виновного, это уже, я не знаю, там просто пройдет время. И даже я считаю, если мы сейчас будем обсуждать правильный проект или неправильный, это тоже как бы время уйдет. Потому что никто не гарантирует, какие изменения могут произойти при атаке грунта, например, в этом году. И меня волнует все равно вот, ну, как бы состояние дома, ну, как человека, да, как руководителя управы. Потому что у нас были такие случаи уже, что за несколько дней может измениться состояние дома. Поэтому мы хотели, для нас основной вопрос это
решение собственников жилья, то есть они будут как бы финансировать укрепительно-восстановительные работы или нет. То есть или да, или нет. Мгм. Валентин, а возможно ли софинансирование на уровне, скажем так, того же Минстроя или какие структуры в принципе? В принципе, это по закону, это прерогатива органов местного самоуправления, да, по закону. Но, опять же, еще никто не отменял такой комплексный подход, чтобы не только на плечи собственников возлегло вот это бремя, да? Нет, конечно. Тут же и муниципалитету, и республиканским структурам лучше найти эти средства и искать, да? Пусть это будет 4, да пусть даже будет больше, я не знаю сколько, чем признать дом аварийным и потом расселять. В принципе, очень четкий, хороший, нормальный подход со стороны представителей муниципалитета. Представитель управляющей компании. Я неоднократно слышал, что вы как бы в данной ситуации пустились в бега. Но чему я очень удивился. Все подрядчики же остались на местах. Ну, я попытаюсь объяснить, почему произошла такая ситуация. Мы решили, что 230 домов, которыми управлял Прометей Плюс, это слишком большое количество, управляемости уже нет. При этом у нас были подрядные организации. Это так называемые квартала 36, 50, 103, которые одномоментно являлись ресурсоснабжающими организациями, были подрядными. Поэтому провели общее собрание, и дома, ну, чтобы не было вот надстройки, во-первых, и более-менее была управляемость, пропорционально разделили, и дома перешли в наши квартала. Дом первоначально, общее собрание, во-первых, не было кворума, ну, естественно, не набрали количество голосов для перехода в квартал 36. И буквально вот мы уже на финишном этапе, проведя второе собрание, жильцы нас очень просили не оставлять их в такой сложной ситуации. Мы сами понимаем, что мы столько потратили сил организационных, ну и затратили множество денежных средств вот на разного рода исследования. Поэтому, конечно, провели общее собрание, которое закончилось тем, что 70% были согласны перейти в квартал. Буквально до конца недели оформляем документы. Проводили это собрание в обыкновенном формате, не через ГИС ЖКХ, поэтому требуется какое-то определенное время для того, чтобы подвести итоги и передать документы в управление Госстройжилнадзора. Ну, то есть до сегодняшнего момента Прометей Плюс продолжает управлять, несмотря на то, что мы отозвали лицензию и так далее, но обслуживанием мы занимаемся. Вот. А со следующего месяца это будет управляющая компания «Квартал 36». Ну, собственно говоря, для собственников, я думаю, ничего не поменяется. Разницы не будет. Разницы не будет. Единственное, конечно, мы приняли такое решение не очень популярное, перевести все ресурсы на прямые договоры. Что хотелось бы мне в целом сказать вот по проблематике этого дома, о том, что мы делали. Мы все время проводили периодически, их было несколько, разного рода исследования, обращались к науке, какие инженерные решения, что предпринять. Во-вторых, все время мы мониторим это температуры грунтов, это вот как раз маячки, которые стоят на доме, да, как ведет себя дом и так далее. Конечно же, мы озабочены тем, что в любой момент может случиться непоправимое, но мне кажется, здесь вообще проблема системная. Вот если учесть, что из 230 домов примерно, конечно, не столь печальное положение. 18 домов имеют проблемы с грунтами, вот по такому же типу, которые, ну, спустя, может быть, годы или какое-то время тоже придется громко говорить вот о такой вот проблеме. И мне кажется, здесь нужны какие-то глобальные, такие системные решения, ну и консолидация, чтобы органы госвласти, муниципалитет, ну и собственники объединились для того, чтобы решить это все. Управляющие компании выступали, ну,
козлами отпущения во всех ситуациях. Да? В вашем случае не исключение. Что такое управление многоквартирным домом? По жилищному кодексу это текущее обслуживание и текущий ремонт. То есть вот буквально 10 лет назад создали систему капитального ремонта, когда занимается фонд капитального ремонта проведением капремонта. Ну, то есть жилищный кодекс более-менее упорядочил. Вот мы это текущий ремонт, фонд капремонта это капитальный ремонт. Но вот что касается реконструкции, дом ведь признан аварийным, подлежащим реконструкции, здесь должен присоединиться по законодательству субъект. Ну, в лице, наверное, Министерства ЖКХ. Есть целый порядок, это постановление правительства нашей республики, где прописано. Правда, оно такое рамочное, что субъект... И в жилищном кодексе прописано о том, что через полгода после того, как дом признали аварийным и подлежащим реконструкции, должен подключиться субъект, который должен определить порядок и источники, самое главное, этой реконструкции. Но вот в нашем случае я бы хотела сказать, что в принципе в этом порядке есть это как источник комплексное развитие территории. То есть необходимо привлечь в первую очередь инвестора, который был бы заинтересован провести, ну, назовем реконструкцию или капитальный ремонт, или усиление, неважно, как мы В Москве назовем. это называется реновация. Да, в Москве это у них очень замечательный порядок. Мы, в принципе, могли бы многое подчерпнуть, когда там определенно в этом порядке софинансирование как муниципального образования, так и субъекта. Понятно, что сейчас такое сложное время и денег не так много, но я думаю, вот на упреждение, на то, что впереди, ну, в следующие 10 лет таких проблем будет больше, вот на этом доме, наверное, можно было весь этот порядок как-то более-менее привести, ну, в рабочий, да? Потому что, я еще раз повторюсь, все-таки постановление это такое рамочное. Там 11 тысяч участок под этим домом. Возможно, он был бы интересен вот в рамках комплексного развития территории для каких-то инвесторов. Может быть, как вариант можно было поискать, ну что-то там. А в виде чего? Извините, там же уже стоит КПДшка, да, такая, шестиподъездная? Шестиподъездная. Шестиподъездная. Ну, А в виде чего? Я представить не могу. Или там... Каким образом? Каким да, образом, можно? да? В некоторых субъектах есть, берут, предположим, вот 4-этажные дома, надстраивает мансарду инвестор, а в рамках вот этой реконструкции делают полный капитальный ремонт этого, ну, апгрейд многоквартирного дома. То есть он продает верхний этаж мансардный, а жильцы получают капитальный ремонт всего дома. Ну, возможно, это может быть какие-то пристрои, да, может быть, это какая-то свечка там на этой территории. Но я, честно говоря, не имею строительного образования, и мне сложно рассуждать, что возможно. Но судя по тому, по размеру, в принципе, какие-то вариации могли бы быть. Может быть, соседний участок, там, земельный бы муниципалитет предоставил. Там стоит здание, которое заброшено и не особо эксплуатируется, да, деревянное, Да, насколько я... Двухэтажное здание. Но, может быть, какие-то вариации возможны. Но вот надо просто обратить на это внимание. Вас бы устроило такое решение вопроса? Ну, мансардный этаж к нам невозможно Да, построить. потому что там лифт нужен. Тут да, тут что-то другое. Если бы рядом что-то там построили, ну, я думаю... Почему нет? Да? Почему нет, да. Ну, я не могу сказать, я не представитель всех жильцов, я просто один из. Ну, я не против, например. Мое личное мнение, задачу надо решать, и решать как можно быстрее, потому что кто деньги, что деньги, люди волнуются. Мы до этого, то есть, взяли на себя смелость, ну как управа, да, и разговаривали с застройщиком. Никто туда не зашел. Мы вот, когда была аварийная ситуация по Ленина... 27. Нет, по Ленина 34, когда, 36, когда делали, 34, то есть. Мы тоже привлекали застройщиков, прям, ну, туда нашли застройщиков, они проект делали, там, как бы, работы провели.
Но тоже это сложный процесс, это не просто так. Это надо согласовывать там с соседними домами, еще что-то. Это не так просто и не так легко, как кажется. А сейчас в данном случае мы теряем время. Ну, самое дорогое. Поэтому, как для муниципалитета, вот, мы пытаемся от жителей, чтобы они нам выдали решение. Или они за, или они Четкую против. позицию, да? Да. Или платят, или не платят. Да. Ну, от этого будет зависеть, скажем, тактика муниципалитета. Дальнейшие действия. Абсолютно согласен. Некоторые жильцы задавали мне вопрос. Я тоже к строительству не имею отношения. Можно ли снести только первый подъезд? Секции по 2 подъезда. Теоретически Возможно. два подъезда подъезда. демонтировать, утеплить мой 3-й подъезд, в котором я живу. Ну, практически это полное расселение дома, это Ну, систему отопления огромные всё все равно надо будет, финансовые да, вложения, да. получается, намного дороже будет, чем укрепительные работы. Укрепительные работы между тем проводились в 2011 году, да? Да. Причем звучала там фамилия Попенко. Звучала, да? И я не ошибаюсь, ну, те авторы вот нового проекта, да, которые, они раскритиковали те мероприятия, которые проводили в 2011 году. Вы подтвердите, что там некорректно было или что? Нет, там, видимо, я не знаю, что, видимо, были осадки. Вот с первого подъезда я еще раз сказала, что из-за того, что там на насыпных грунтах, и поэтому геотехнология решила подпереть металлическими опорами. Клети, да? Да. Нет, не клети, а это металлические там с площадкой, допустим, как бы металлическая свая, скажем так. Вот, для того, чтобы поддержать вот эти, само здание. Но теперь это служит к тому, что вот эти, наоборот, теперь начинают еще поднимать, плюс ко всему. Вот главный фасад и дворовый фасад, они менее нагружены. Вот эти 464-я серия, у них нагрузка передается через поперечные стены, и поэтому здесь мало нагруженные, они начинают подниматься. И по геодезическим наблюдениям видно, что идут подъемы, а не осадки. То есть дело не в короткой свае. Я думаю, что дело не в короткости сваи в данном случае. И если бы эта свая только одна нашла, то основных больших проблем бы не было. Если вот внутренние сваи бы держали, опять же, вот эти, тогда бы не было бы, ну, угол бы, допустим, там деформировался, если вот эта свая, допустим, не несет эту нагрузку. Поэтому должно комплексно смотреть все это. Не дело в этой свае в том, что она единственная почему-то 8-метровая. Вот. И поэтому нужно и под зданием сваи как несут. Почему идет? Вот это все должно быть рассмотрено. И я посмотрела этот проект, мне кажется, тоже недостаточно принято решение. Любовь Нагидьевна, вы же работали в фонде капремонта в первые годы, да? Я почему не стал приглашать представителей фонда капремонта? Я посчитал, что за действие определенного руководства они как бы, морального права не имеют. Но как человек, который работал в системе от фонда капитального ремонта, есть ли лазейка каким-то образом использовать те средства, которые уже были потрачены в 2022 году? Ну, если абстрагироваться от этого дома, я вот поясню, почему денег уже нет. В 2022 году провели капитальный ремонт, в том числе ремонт фундамента, истратили 55 миллионов, из них 29 заняли у других домов, 5 миллионов это были бюджетные деньги, остальные это деньги собственников. Собственники вот на протяжении 10 лет собирали ежемесячно, оплачивая взносы. Мы, как управляющая компания, говорили о том, что проект, он не приведет к положительному результату, но есть предельная стоимость. Фонда на тот момент тоже можно понять капремонта. У них есть предельная стоимость. В размерах этой предельной стоимости можно торговаться и определенные виды работ. И поэтому на сегодняшний день денег у этого дома нет. Мало того, что они еще и должны, потому что они заняли у других домов. Еще и должны. Да, на будущее. И это несправедливо сейчас проводить снова капитальный ремонт за счет
собственников, да, какие могли бы быть решения? Ну, во-первых, жилищный кодекс позволяет делать реконструкцию в рамках капитального ремонта с элементами реконструкции. Прямо статья, которая разъясняет, как раз вот несущие конструкции ремонтировать можно. Но для этого нужно сделать перерасчет предельной стоимости, изменить закон наш субъектовый, добавить дополнительные виды работ. Вот у нас сейчас как? Вот, к примеру, Калининград приведу. Там закон, который регулирует капитальный ремонт, он расширяет, огромный у него перечень. Там сложные дома, да, там дома, построенные еще будучи немецким городом, да, то есть они максимально расширили, но это деньги субъектовые. То есть здесь какая проблематика? Мало того, что вот расширить перечень нужно пересмотреть эту предельную стоимость, но это все дополнительное финансирование из средств субъекта. Мне кажется, здесь нужно, чтобы наше Министерство ЖКХ как-то озадачилось, озаботилось тем, что дополнительное вот финансирование в рамках этой реконструкции, привести все это в порядок. Хотя гарантийный срок не закончился, собственники могут посудиться с фондом капремонта. Есть такая судебная практика, когда возвращают деньги, которые потрачены зазря. Но понятно, что сложно очень. Тут такая двоякая ситуация. Можно понять и фонд на тот момент. Они действовали в рамках своих видов работ утвержденных, в рамках предельной стоимости. Ну и собственников можно понять, которые платили деньги, и, получается, эти деньги растрачены вот не очень эффективно, скажем так. Моя ошибка, наверное, все-таки нужно было представителей органов республиканской власти тоже подключать. Да. Я вернусь к этой теме, потому что, еще раз, как вы говорите, только в зоне вашего обслуживания 18 домов. 18 домов. Да? То есть это... они, понятно, что не в таком состоянии запущенном, да, что-то можно, но придет время, понимаете, вот вообще ученые бьют тревогу, что, мало того, что ненадлежащая эксплуатация часто, вот были периоды, когда не так работали управляющие компании эффективно, и канализация бежала, и то, и другое, и наша особенность. Мы в городе, в низине. Все это приведет к тому, что это будет более частые случаи, и надо вот на упреждение все-таки озадачиться тем, что то есть уже изменить. Подключаться непосредственно к законотворческому процессу. Да. Угу. Вы, в принципе, согласны с представителем муниципалитета, что на будущее, в принципе, можно, скажем так, соломку подстелить, да, и активно участвовать в процессе законотворческом и инициировать, скажем так, предельную стоимость увеличения и изменения подходов. И обязательно изменения в закон надо внести. Да, чтобы расширить перечень. Жилищный кодекс это позволяет. Да. Давайте мы подобьем, что называется, бабки, да, позиции. Роман, вы как собственник, на какое решение были бы согласны? Как собственника жилья, естественно, я хотел бы, чтобы в нашем доме более обширно, провели, изыскание и провели укрепительные работы. Я считаю, что сносить что-то там не нужно, нужно просто провести нормальные изыскания и нормальные укрепительные работы. А дом в нормальном состоянии? А дом, особых проблем-то нету таких, чтобы каких-то... У меня, например, претензий к УК вообще никаких нету. Я доволен в основном по работе. Проблемы, которые есть, их надо просто устранить. Угу. Ваша позиция вот конкретно по этой, то есть тактику... Мне кажется, надо консолидировать усилия, чтобы и помог и субъект, и муниципалитет, вот понимая... Я же работала в муниципалитете, я понимаю, что там денег однозначно нет, вот на реконструкцию тем более. Нужна помощь все-таки субъекта. И, возможно, инвестора. Да, и, возможно, инвестора. То есть надо просчитать все возможности. И, естественно, нужен более качественный проект. Мы согласны. Надо консолидироваться. Все равно муниципалитет, главная цель муниципалитета – это чтобы жители были довольны.
И поэтому нам, чтобы какие-то действия предпринимать, вот поэтому мы настаивали, чтобы было решение, какое-то решение, или за, или против. Сейчас вот жители инициировали как бы согласование проекта. То есть они выделили 3 специалистов, которые будут теперь согласовывать этот проект, то есть там вносить изменения. Но я считаю, что Трата проект прошел госэкспертизу, и изменений не будет. Мы просто время теряем сейчас, в данный момент, мне кажется. Я посмотрела, между прочим, проект из-за того, что там написано капитальный ремонт, поэтому Он не только прошел. Да, сметная только сметная, документация. да. Экспертиза только да, сметная конструктивные документация. решения там, Он не и проходил. архитектурные, ну какие-то Вот там поэтому решения. мы да. настаиваем на реконструкции, чтобы обязательно пройти экспертизу, чтобы это не просто вот мы с вами там рабочей группой собрались и сказали, yes, это хороший проект, а профессионалы должны посмотреть, и все-таки экспертиза проекта это И важно. более развернуто Нет, ваш ну, на мой взгляд, это, скажем, это один из примеров, допустим. Тут можно какие-то там инвесторы привлечь или еще что-то. Но самое главное, допустим, мы в каком-то году даже пытались доказать, что город Якутск – это очень самый большой город на вечной мерзлоте. Вот. И тут должны быть, я думаю, что республиканские власти должны... Это же не относится к капитальному ремонту, эти работы. Они не относятся к реконструкции. Это здание нужно спасать. Укрепительные работы, усиление. И это от жильцов никаким образом не зависит, то, что произошло. Допустим, так? Они там не стали нагружать, допустим, намного больше свои квартиры там или еще что-то. Все, как говорится, в рамках. Причем вот эти 5 подъездов, у них, вот геодезию я смотрела, нулевые деформации по 5 подъездам. Вот первый подъезд требует хороших укрепительных, восстановительных работ. И в республиканском масштабе это должно быть рассмотрено. Это не капитальный ремонт. Вот. И не реконструкция, они же ничего там не меняют практически. Они должны существующие конструкции укрепить. На самом деле практика проведения таких работ в городском округе, она существует, проводятся такие работы и, в принципе, достаточно эффективно проводятся. Да? Здесь просто возникла дилемма, из каких средств это будет выполняться. Либо это ложится бременем только лишь на собственников, но я поспорю с отцами города, которые сказали, что в доме нет муниципального жилья, там есть муниципальное жилье. 4, да? И поэтому какая-то доля ответственности тоже отцов города в решении этого вопроса она должна быть. Второй момент, который я всегда, и когда 19-й корпус мы рассматривали, да, и когда вообще шум поднимали по насыпным грунтам, 202, 203, да, в целом, вообще это правильное решение или нет. И у меня, как у человека, который привык ко всем, скажем так, кривотолкам системы, да, возникает вопрос. А если случится непоправимое, да, кто сядет? У меня очень простой вопрос. Кто будет сидеть, если с первым подъездом случится что-то вот такое, о котором мне хотелось бы говорить? Если вывести вопросы все, не откуда брать средства, не давайте переложим все на жильцов, здесь логика такая, никто не хочет брать грех на душу и брать ответственность за те или иные возможные, которые в условиях непредсказуемости нашей мерзлоты, да, они вполне могут стать реальностью. Поэтому я поддерживаю в целом участников сегодняшнего такого круглого стола, да, с участием управляющей компании, собственников, научной интеллигенции и городского округа, в том, что нужно консолидироваться, подключать больше, расширять круг. Возможно, подключать какие-то структуры не только республиканского уровня, да, но и имеющих уникальный, возможно, опыт проведения таких работ и сообща решать эту проблему, которая, еще раз, она просто выпечена, да? Там подъезд реально повело. Реально. Во всех домах, которые в зоне обслуживания одной управляющей компании, их 18, там не так еще страшно, да? Но
через десятилетие, может быть, через 5 лет, в условиях, когда мерзлота ведет себя непредсказуемо, эта проблема может стать головной болью очередного городского руководства. И не только городского, республиканского тоже руководства. Поэтому вот здесь и сейчас, я еще раз, я обещаю вернуться к этой теме. Кто еще подключился, какое решение присутствует и так далее. Я согласен с тем, что очень четкий подход у Валентины. Вы либо определяете, либо вы согласны, либо нет. Да? Ну, то есть вот этот запуск вот этого механизма, обращение с количеством подписей, да, это самое быстрое и самое... Тогда город начнет действовать в рамках своих полномочий по изысканию каких-то определенных средств на проведение вот этих работ. Я категорически отметаю все обвинения. Я не то чтобы за управляйку, которая бывшая моя, да, но там нет такого, что специально там рушили канализацию, чтобы оно текло под дом и так далее. Так. Тем более жильцы сами говорят, у них нареканий, только управляйки нет. Ну, мы заручились заключением ОГСЖ, понимая, что Возможно, если будут что-то такие, случится, да. Заключение такое есть, что мы в рамках своих компетенций сделали все возможное для того, чтобы предотвратить нежелательные последствия. Ну и А сегодня на улице слышали, какая температура днем? -7. Плюс, в смысле, -6, -8 днем в феврале. Сегодня 24 февраля. Да. А 24 февраля, чтобы была такая температура в городе Якутске, -6, -8. Вот. То есть это, или вот я пишу каждый день температуру, в январе, допустим, температуры 27. А раньше же, помните, какие-то температуры были? -50. 50, да, начиная с декабря, кончая февралем. Автобусов видно не было просто. При таких условиях возможны деформации многих зданий. Тем более это сваи, это не какие-нибудь, допустим, ленточные, плитные фундаменты, которые бы могли бы воспринимать большие нагрузки или там большие осадки. Вот, поэтому мне кажется, что вот так вот конкретно, если бы речь шла только об одном здании, то можно было вот говорить о том, что можно привлечь инвестора, можно привлечь там, может быть, жильцы бы сказали, что да, мы хотим, чтобы наш дом не деформировался, но я не думаю, чтобы я, допустим, вот сама бы сказала, что если моей вины нету, чтобы я из чайника горячую воду в основании не лью, то, конечно, это должно быть решено уже на республиканском уровне. Это большие проблемы могут быть такие. Я поддержу всех участников в том, что справедливость должна быть восстановлена. Да? То есть я поддержу оперативный подход представителя округа, который является первым звеном в взаимодействии с городским округом, да, с отцами города. И его обращение к жильцам, то, что вы не тяните время, а быстрее оформляйте вот это заявление. Роман, я прошу передать вот это, которое в эфире прозвучало, да, то, что нужно либо да, либо нет. От этого зависит, реально, сроки проведения вот этих работ, которые я очень хотел бы надеяться, что будут проведены вовремя, как окажется, да, и для предотвращения куда больших угроз для, вот, на самом деле, замечательного дома. На самом деле, замечательного дома, в котором 6 подъездов живут очень... Я всегда там, когда проезжаю, прохожу мимо, обращаю внимание, что там много детей, там детская площадка такая нормальная, да. Советская планировка – это достаточное место для детей и достаточное место для машин. Вот именно. Намного удобнее жить, чем в современных якобы элитных микрорайонах. И поэтому собственники живут там. имеют право на то, чтобы настаивать на том, что дому 50 лет, он еще прослужит, я еще хочу тут жить, внуков растить, да? Я абсолютно их в этом поддерживаю. Поэтому давайте, коллеги, вернемся к этому вопросу еще чуть. Я со своей точки зрения, как журналист, как обозреватель, буду прилагать определенные усилия для того, чтобы, сообща подключиться к этому процессу и искать вот это вот решение, которое, возможно, спасет жизнь просто. Программа «Один из нас». Сегодня мы рассматривали проблемы дома 40/8. Извините, что точечно, но это грозит стать системным вопросом в пределах города Якутска. Увидимся через неделю.